смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. На этой неделе состоялось очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. На повестке дня значилось 3 вопроса. Далее в нашем сюжете. 2 из поднятых на заседании комиссии вопроса касались обеспечения безопасности дорожного движения в Сосногорске. И еще один на территории пригородной зоны. В адрес управления ЖКХ поступил запрос от общества с ограниченной ответственностью «Паритет» о возможности согласования установки дорожных знаков в соответствии с ГОСТ и законодательством, регламентирующими установку дорожных знаков в сфере безопасности дорожного движения. На территории асфальтированного земельного участка, на котором расположен многофункциональный центр семейного досуга «Галерея» по адресу Сосногорск, Советская, 21. Поскольку центр семейного досуга находится рядом с образовательными учреждениями, комиссией было решено, что на улицах Советской и Зои Космодемьянской будут установлены дорожные знаки «Осторожно, дети». Так водители будут предупреждены о том, что в любой момент на проезжую часть может выскочить ребенок. Что же касается территории самого центра, то на выезде будут установлены знаки «Уступи дорогу». Кроме того, на парковке будут оборудованы места для инвалидов. Здание центра уже оборудовано поворотными видеокамерами, совсем скоро появится уличное освещение. Второй вопрос был инициирован жителями 6-го микрорайона. Елена Турова напомнила о ситуации. Возле детского сада номер 9 безопасным тротуар не назовешь. Существует угроза того, что детки шустрые, быстро, мы выбегаем, мы постоянно их держим. Кроме того, водители у нас многие осуществляют движение по тротуару, парковку. Мы буквально на днях едет, прям вот на ноги, действительно идешь по тротуару, маленьким бордюром, прям хочешь хоть куда, я не знаю, куда деваться, проблема существует, и действительно с этим что-то нужно делать. А зимой еще ситуация усугубляется тем, что тротуар практически сравнивается с проезжей частью. Вопрос рассматривался на комиссии по безопасности дорожного движения весной. Время давалось ГИБДД, чтобы оценить ситуацию, дорожным службам, чтобы быть уверенными, что зимой тротуар будет чиститься от снега. Проанализировав ситуацию со всех сторон, комиссия единогласно приняла решение установить ограждение на тротуарах возле детского сада номер 9 с 2 сторон, протяженностью 20 и 30 метров. Дополнительный 3-й вопрос был поднят дачниками. На первых дачах остановочным павильоном люди не пользуются. Автобус туда просто не заезжает. Дачникам приходится выходить на трассу, а это опасно. Комиссия вынесла решение проверить, почему автобус не подъезжает к павильону. Возможно ли это технически. Этот вопрос будет рассмотрен на следующем заседании комиссии, когда будет получен результат проверки. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Коми за право называться наставником года и приз в 1 миллион рублей соревнуются 18 претендентов из разных муниципалитетов республики. Этот конкурс организован по поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми в рамках проводимого в регионе года наставничества. Сегодня мы расскажем вам об одной из участниц этого конкурса, которая представляет наш город. За почетное звание в номинации «Наставник-ветеран отрасли» наряду с остальными участниками со всей республики будет бороться заведующая социально-реабилитационным отделением Сосногорского центра социальной защиты населения Александра Овчинникова. В профессию она пришла не сразу. За спиной у нее более 25 лет педагогического стажа. В социальной сфере я работаю более 10 лет. А вообще по специальности я учитель русского языка и литературы. Закончила Кировский государственный пединститут и более 25 лет работала в педагогике. Из них 17 лет я отработала в детском доме города Сосногорска, в том числе 7 лет должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе. После окончания своей трудовой деятельности Александра Ивановна не смогла усидеть дома, так как силы, планы и огромное желание работать не оставили ее в покое. И тут меня вот как раз пригласили поработать в должности заведующего отделением социального обслуживания на дому сначала. И вот проработав какое-то время в этой должности, получив навыки работы с гражданами пожилого возраста, с инвалидами, я перешла на работу заведующим социально-реабилитационным отделением, вот как раз где я и продолжаю работать. Благодаря большому стажу в педагогике и практике в организационной работе сегодня Александра Овчинникова с легкостью справляется со своей нынешней должностью. Работу свою я люблю. Работа мне понятна, ясна, потому что я сама принадлежу к той категории граждан, с которыми работаю. То есть
граждане старшего возраста, будем называть красиво. И поэтому я знаю, что им хочется, что им надо, что требуется в данный момент. Сейчас Александра Ивановна, как заведующая, организует деятельность своего отделения. На его базе проходят различные мероприятия, в том числе и муниципальный клуб «Активное долголетие». Это работа различных школ, направленных на обеспечение досуга для лиц золотого возраста. Конечно, много проходит у нас различных мероприятий. Мы заботимся о том, чтобы люди чем-то интересовались, что-то узнавали новое. Мероприятия различного плана. Это и спортивные мероприятия, психологические какие-то тренинги, групповые занятия с различными формами, с использованием различных форм, скажем, арт-терапия, песочная терапия и так далее. У нас, мы не забываем еще одно направление деятельности – это обучение компьютерной грамотности граждан. Охватить все аспекты деятельности социально-реабилитационного отделения невозможно. Различных направлений действительно много, но все они нацелены на улучшение качества жизни инвалидов и граждан пожилого возраста, что, несомненно, заслуживает уважения. Именно поэтому работа Александры Ивановны была отмечена на муниципальном уровне, что в дальнейшем позволило ей представлять наш город на республиканском конкурсе. Конкурс – это подготовка материалов о том, в чем, скажем, мои достижения. Это и оформление, скажем, такой заявки, в которой рассказывается о том, что я делаю, какие успехи у меня, у моих подопечных, их отзывы о том, какой я наставник. Иные мероприятия, скажем, приказы, какие-то методические пособия, то есть те, которые разработаны мною. В общем, это достаточно обширный вид деятельности, но на районном уровне я сумела победить. За участие в конкурсе Александра Овчинникова благодарит своего руководителя Татьяну Бабюк, которая сподвигла ее к участию. Сейчас они вместе ожидают подведения итогов финального конкурса, где объявят лучшего наставника республики. Все надеемся победить, конечно, это очень бы хотелось. Я так думаю, что если призовой фонд такой большой, поэтому, наверное, отбор будет строгий победителей. Но надеемся, если уж нынче не победим, значит, учтем ошибки, будем дальше участвовать на следующий год. Андрей Калиничев, Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. На этой неделе в Сосногорск вернулся КВН. После долгого перерыва позывные популярной игры вновь прозвучали в стенах Дома детского творчества. А выясняли, кто же остроумнее и артистичнее учащиеся городских школ. Подробности в нашем следующем материале. Ведущие и команды на сцене, жюри и болельщики в зрительном зале. Если все условия соблюдены, это значит, что снова начинается КВН. Проявить свою веселость и находчивость рискнули две команды, представившие 4-ю и кадетскую школы Сосногорска. Ребята очень инициативно взялись за эту идею. К сожалению, КВН у нас проводится нечасто, но мы будем надеяться, что это будет уже какой-то некой традицией среди школьников, и это будет каким-нибудь грандиозным мероприятием для города. Свое умение писать, играть и остроумно отвечать на вопросы команды проявляли в 3 КВНовских дисциплинах – приветствии, разминке и видеоконкурсе. У каждой из команд свой подход к юмору. Если учащиеся 4-й школы больше шутили на общечеловеческие темы, то их соперникам оказалась ближе кадетская тематика. Случай на 8-м уроке. Класс. Идем на рекорд. На старт. Внимание. Марш. Ладно, на 9-м уроке добьем. Почти во всех конкурсах лучшими, по мнению жюри, были учащиеся кадетской школы. Именно они завоевали диплом за 1-е место, а также памятный трофей. Ребята выступили хорошо. Видно было, что несмотря на то, что у нас 2 команды всего лишь подготовились, ребята подошли к своим заданиям творчески, с креативом. Они очень ответственно подошли к заданию, потому что номера действительно были и интересные, и смешные. И видно было, что ребята готовились целиком полностью самостоятельно. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
А теперь коротко о погоде на ближайшие дни. Под влиянием североатлантического циклона ожидаются снегопады. Усиление ветра до 15-22 метров в секунду. Временами метель с ухудшением видимости. Температура воздуха прогнозируется неустойчивой. В ночные часы будет понижаться до -3, днем повышаться до +2. В воскресенье на юго-западе до 5-8 градусов тепла. В завершении выпуска информация для всех неравнодушных горожан. Уже завтра в Доме культуры «Горизонт» состоится благотворительный концерт «Дети детям». Все денежные средства, собранные в рамках мероприятия, будут направлены на лечение юных сосногорцев Кирилла Жиренкова и Гоши Москалева. Напомню, концерт состоится 19 октября, начало в 15 часов. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.